Уважаемые дамы и господа, начинается церемония обмена подписанными документами в рамках официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. 习近平主席对俄罗斯进行国事访问，签字和文本交换仪式现在开始。 Ректор МГИМО МИД России Анатолий Васильевич Туркунов, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Александрович Дмитриев и секретарь партийного комитета университета Цинхуа Цю Юн подписали соглашение о сотрудничестве. 请清华大学邱勇书记、莫斯科国际关系学院托尔古诺夫院长、俄直投基金德米特里耶夫总裁交换合作协议。 Ректор Высшей школы экономики Никита Юрьевич Анисимов и президент Пекинского университета Гун Цихуан подписали договор о научном сотрудничестве. 请北京大学龚其煌校长和高等经济大学阿尼西莫夫校长交换合作协议。 Генеральный директор национальной медиагруппы Светлана Евгеньевна Баланова и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали меморандум о сотрудничестве. 请中央广播电视总台盛海雄台长、俄国民传媒集团巴拉诺瓦总裁交换合作备忘录。 Главный редактор телеканала Russia Today и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоновна Симоньян и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между телеканалом Russia Today и медиакорпорацией Китая. 请盛海雄台长、今日俄罗斯电视台西蒙尼扬总编交换合作备忘录。 Генеральный директор ВГТРК Олег Борисович Добродеев и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали меморандум об углублении сотрудничества. 请盛海雄台长、全俄电视广播公司多布罗杰耶夫总裁交换合作备忘录。 Министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали план действий в области совместного кинопроизводства между Министерством культуры Российской Федерации и Государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии до 2030 года. 请盛海雄台长、俄文化部刘炳莫娃部长交换电影行动计划。 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Игоревич Шадаев и руководитель Государственного комитета Китайской Народной Республики по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе подписали меморандум между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Государственным управлением данных Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики. 请郑山杰主任、沙达耶夫部长交换加强数字经济合作的备忘录。 Министр экономического развития Российской Федерации Максим Геннадьевич Решетников и министр коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций и письма, составляющие понимание между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики по вопросу применения мер введения которых регулируется нормами Всемирной торговой организации об исключениях по национальной безопасности, общих исключениях, а также о пруденциальных мерах. 请王文涛部长、列舍特尼科夫部长交换关于促进和相互保护投资的协定。
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И подписали совместную декларацию Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях поддержания авторитета международного права и меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности. 请王毅外长、拉夫罗夫外长交换关于进一步加强合作、维护国际法权威的联合声明，关于成立维护生物安全双边磋商委员会的谅解备忘录。 По итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принято совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности. 此访期间，双方还共同发表了中俄关于全球战略稳定的联合声明。 По итогам переговоров президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменовании 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций. 请习近平主席和普京总统签署中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合国成立80周年之际，关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。 Дамы и господа, церемония завершена. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступают с заявлением по итогам переговоров. Перевод синхронный. 签字和文本交换仪式到此结束，请两国元首共见记者并致辞，请佩戴同传耳机。 Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг, дамы и господа, наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Были весьма содержательными и продуктивными. Нынешний визит господина Си Цзиньпиня приурочен к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. И завтра мы вместе со многими зарубежными лидерами примем участие в юбилейных мероприятиях. Будем присутствовать на Параде Победы. По Красной площади торжественным маршем, плечом к плечу с военными расчетами из России и других государств пройдут солдаты и офицеры Народно-освободительной армии Китая. Также у нас с председателем КНР есть договоренность о том, что в сентябре в Пекине мы совместно отметим еще один знаменательный юбилей – 80-летие окончания Второй мировой войны и почтим память советских и китайских воинов, вместе сражавшихся против японского милитаризма. Пройдя через беспрецедентные тяжелые испытания, испытав все ужасы войны, наши народы совершили великий подвиг и смогли восстановить мир. При этом, как известно, понесли наибольшие потери. И сейчас Россия и Китай сообща последовательно выступают за сохранение исторической правды о великой победе как общей ценности для человечества. Вместе противостоят попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и милитаризма. Наше общее героическое прошлое, боевое братство – надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры.
Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая строится на незыблемых принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки, нерушимой дружбы двух государств и народов наших стран. Подчеркну, мы с господином Си Цзиньпинем держим и будем держать на постоянном личном контроле все важнейшие аспекты российско-китайского партнерства. Делать все необходимое для углубления сотрудничества как по двусторонней, так и по международной повестке дня. На сегодняшних переговорах были предметно рассмотрены и взаимодействие в сфере политики и безопасности, и экономические связи, и культурно-гуманитарные обмены. По итогам, как вы только что видели, подписан солидный пакет документов. В нашем с господином Си Цзиньпинем совместном заявлении поставлены амбициозные задачи. Речь, в частности, идет о том, чтобы обеспечить к 2030 году существенное, качественное продвижение российско-китайской торговли и инвестиций, увеличить масштабы и совершенствовать структуру экономических связей. За счет повышения доли высокотехнологичной продукции, развития инновационных методов электронной торговли, взаимного снабжения базовыми материалами, минеральными ресурсами и товарами сельского хозяйства. Китай занимает первое место по товарообороту с Россией. В 2024 году этот показатель побил очередной рекорд и составил 245 миллиардов долларов. В свою очередь, наша страна также является одним из ведущих внешнеторговых партнеров КНР. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Осуществляются или готовятся к реализации около 90 приоритетных российско-китайских проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов. В таких областях, как промышленное производство, транспорт, логистика, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Дальнейшему росту совокупного объема встречных капиталовложений, несомненно, поспособствует и подписанное сегодня межправсоглашение об их поощрении и взаимной защите. Углублению коммерческих связей заметно содействуют и своевременно предпринимаемые в России и Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты. Как результат, практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках. На полную мощность вышел магистральный газопровод «Силы Сибири», по которому партнерам поставлен 31 миллиард кубических метров природного газа. «Газпром» неизменно идет навстречу пожеланиям китайских коллег и обеспечивает дополнительные поставки сверхконтрактных обязательств. Намеченный на 2027 год запуск дальневосточного трубопроводного маршрута позволит нарастить экспорт российского газа еще на 10 миллиардов кубических метров. Увеличиваются и объемы поставок из России в Китай сжиженного природного газа. Успешно развивается взаимодействие в мирном атоме. Росатом возводит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйцзапу. Ввод их в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией, будет способствовать улучшению ситуации с экологией в крупных китайских городах. В конце марта в подмосковном городе Дубне был дан старт работе построенного при активном содействии китайских партнеров ускорительного комплекса НИКА. Этот коллайдер позволяет проводить уникальные физические эксперименты, связанные с изучением природы и свойств элементарных частиц. При обсуждении актуальных вопросов промышленной кооперации особый аспект был сделан на создание новых цепочек добавленной стоимости, на внедрение передовых технологий и инноваций. Расширяют свое присутствие на российском рынке крупные китайские автоконцерны, производители промышленного оборудования, микроэлектроники, а также бытовой техники. Осуществляются масштабные совместные проекты в цветной металлургии, химической и целлюлозной промышленности.
в биотехнологиях, фармацевтике, в освоении космического пространства и многих других наукоемких областях. Россия и Китай придают большое значение развитию международных транспортных коридоров, охватывающих весь Евразийский континент. Наша страна активно модернизирует железнодорожные магистрали, Транссибирскую и Байкало-Амурскую, и сопутствующую им инфраструктуру. Значительный прогресс достигнут в вопросах обустройства и коммерческого использования Северного морского пути. Как результат, из года в год растут объемы грузопассажирских перевозок между Россией и Китаем. Повышается пропускная способность пограничных переходов, часть из которых переведена на круглосуточный режим работы. Создаются новые логистические хабы. Напомню, что 2024-2025 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры. В 30 городах России и 50 городах Китая уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий. Гастроли театров, музейные выставки, кинематографические фестивали. Зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей нашей столицы. Я уверен, москвичи вот сейчас слышат меня, слушают и вспоминают эти приятные события. У нас много новогодних событий, и Новый год по старому стилю, а теперь мы еще и регулярно отмечаем и Новый год по лунному календарю. Росту встречных туристических обменов во многом способствует взаимный режим безвизовых поездок для тургрупп. В 2024 году в КНР побывали 1,6 миллиона россиян и порядка 1,2 миллиона китайских граждан посетили Российскую Федерацию. В Китае учатся 21 тысяча россиян, у нас 51 тысяча китайских студентов. Реализуется более 160 двусторонних образовательных программ для студентов и аспирантов на русском и китайском языках. Функционирует 27 совместных учебных заведений, включая флагманский российско-китайский университет. Это проект МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института. Действует 12 межвузовских ассоциаций, включающих около 600 образовательных учреждений в 2 странах. Сегодня председатель КНР выступил с инициативой провести двусторонние годы образования. Мы поддерживаем эту идею, считаем ее очень своевременной и полезной. Китайские спортсмены успешно участвовали в играх БРИКС и играх будущего, состоявшихся в России в 2024 году. В свою очередь, команда российских атлетов завоевала немало наград на организованных в Китае в январе играх Большого Алтая. При рассмотрении ключевых международных и региональных проблем было подтверждено, что подходы России и Китая совпадают или очень близки. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы в формировании более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Как известно, в этом году свое 80-летие отметит Организация Объединенных Наций. Россия и Китай разделяют мнение, что ООН, ее Совет Безопасности должны и впредь играть центральную роль в мировых делах. А все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на Устав ООН, международное право, при обязательном учете интересов всех участников мирового сообщества и уважении их культурно-цивилизационного многообразия. Наша страна плодотворно взаимодействует в БРИКС и в Шанхайской организации сотрудничества, в которой китайские друзья председательствуют в настоящее время. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в ШОС, и мы с удовольствием будем участвовать в саммите этой организации в Тяньцзине в сентябре текущего года. Конечно же, будем и далее тесно координировать позиции и в других многосторонних форматах, таких как Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Группа 20, Всемирная торговая организация, МВФ и Всемирный банк.
Продолжим усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразес и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с перспективой формирования большого евразийского партнерства. И в заключение хотел бы искренне поблагодарить председателя Си Цзиньпина и всех китайских коллег за продуктивную совместную работу. Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших стран и народов. Благодарю вас за внимание. Уважаемый президент Путин, уважаемые министры, дорогие представители СМИ, добрый день. Очень рад в сезон, наполненный яркими эмоциями и радостью победы, снова посетить Москву. Позвольте сердечно поблагодарить президента Путина за любезное приглашение, а российских друзей за гостеприимный прием. Сейчас мы с господином президентом провели обстоятельные, дружеские, весьма плодотворные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей. Мы подписали совместное заявление КНР и РФ о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии, победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и образования Организации Объединенных Наций. И в нашем присутствии состоялся обмен подписанными документами в солидном количестве, что, несомненно, послужит дополнительным драйвером для развития двусторонних отношений. Россия для меня самая посещаемая страна на посту председателя КНР. И в этот раз состоялся уже 11-я по счету поездка. Завтра принимаю участие в торжественном праздновании 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В последний раз мне довелось присутствовать на таких торжествах ровно 10 лет назад. Минувшее десятилетие запомнилось не только глубочайшими переменами и преобразованиями в международной обстановке, но и грандиозными свершениями и прорывами в развитии китайско-российских отношений. Мы с вами стали свидетелями непрерывного укрепления и углубления политического взаимодоверия, быстро растущего многопланового сотрудничества, которое постоянно выходит на новые высоты. На фоне глобальных, эпохальных и исторических перемен вижу необходимость исследовать верному руслу по развитию двусторонних отношений и человеческого общества. С чувством долга укреплять всеобъемлющее взаимодействие, вносить все больше вклад в содействие развитию и процветанию наших стран и в защиту международной справедливости и равноправия. Важно оставаться доверительными друзьями навеки в духе закаленной дружбы. 80 лет назад против яростных милитаристов и нацистов армии и народы Китая и России самоотверженно сражались, плечом к плечу вписали величественную главу в историю человечества, покрыв себя неувидаемой славой. Великая дружба наших народов загорена огнем и скреплена кровью. Она заложила прочную основу для развития взаимоотношений двух стран по восходящей линии. Полагаю важным укреплять политическое взаимодоверие и активизировать стратегическое взаимодействие Китая и России, отношения которых будут становиться все более зрелыми и крепкими.
Важно оставаться надежными партнерами в духе обоюдного выигрыша и совместного процветания. От масштабных взаимных потоков востребованных грузов в сложные времена Второй мировой войны до регулярно обновляющихся рекордов двустороннего товарооборота в наши дни, взаимовыгодное сотрудничество Китая и России, словно высокоскоростной поезд, уверенно покоряющие вершины, прошло весьма непростой путь. В этой связи важным представляется дальнейшее углубление многопланового практического сотрудничества и укрепление материальной базы всеобъемлющего взаимодействия на благо народов наших стран и в интересах стимулирования глобального развития. 坚持公平正义，做国际秩序的捍卫者。中国和俄罗斯 Важно оставаться защитниками миропорядка в духе равноправия и справедливости. Китай и Россия, будучи основными театрами военных действий во Второй мировой войны, внесли решающий вклад в победу над фашизмом и тем самым заложили краеугольный камень в послевоенном мироустройстве. Выступая стабилизирующим, позитивным и прогрессивным фактором в международном сообществе, Китай и Россия должны непоколебимо стоять рядом друг с другом, решительно отстаивать ООН-центричную систему международных отношений и основанный на международном праве миропорядок, непрерывно содействовать равноправной и упорядоченной многосторонности мира. Важно оставаться локомотивами в деле глобального управления в духе взаимной поддержки. Право определять будущее нашей планеты и распоряжаться достижениями глобального развития принадлежит всем странам мира наравне. Китай и Россия, как великие мировые державы с формирующимся рынком, несут благородную миссию обеспечить развитие глобального развития в более справедливом и рациональном ключе. Важно активизировать взаимодействие в многосторонних структурах, включая ООН, ШОС и БРИКС, отстаивать подлинную многосторонность, обеспечивать движение глобального управления в верном русле, содействовать общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. Как гласит китайской мудрости, через сложнейшие трудности лежит путь к высочайшей цели. Несмотря на турбулентности международной обстановки, Китай и Россия будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, рука об руку выдерживать любую непогоду и преодолевать любые преграды, неуклонно работать над всесторонним продвижением двусторонних отношений вглубь и вширь, повышать их прочности, придавать больше стабильности глобальному миру и безопасности, а глобальному развитию и процветанию мощных стимулов и толчков. Благодарю за внимание.